независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Тех, кто возглавлял национально-освободительную. Здравствует независимая Не просто было добиться признания со стороны Российской Федерации. Российская сторона была предложена подумать о создании между Осетией, Южной и Абхазией какого-то союза конфедеративного. Сергей Васильевич выступил. Дмитрий Анатольевич, спасибо большое. Вы много сделали, вы предложили идею, но, к сожалению, я не могу эту идею поддержать. Международное признание Абхазии и Южной Осетии стало, наверное, первым важнейшим геополитическим событием 21 века. Это дало возможность как и гражданам, как и предпринимателям свободно заниматься своим делом. Наш путь абсолютно четкий. Это международный уровень, это опора на Российскую Федерацию. 15 лет назад, 26 августа 2008 года, произошло историческое событие. Президент России Дмитрий Медведев подписал судьбоносные указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Решение полностью соответствует всем международным правовым нормам, было отмечено в телеобращении российского президента. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. После обращения Дмитрия Медведева в начале 4 часа дня в республике начались народные гуляния. Признанная независимость из, казалось бы, несбыточной мечты превратилась в реальность. На площади Свободы в Сухуми президента встречали ликованием. Сергей Багапш навсегда вошел в историю как государственный деятель, при котором начался процесс признания независимости республики. Заслуги Багапша невозможно переоценить. Мировая мечта нашего народа сегодня претворена в жизнь. Это ваша заслуга, это заслуга старших поколений, это заслуга тех, кто возглавлял национально-освободительные движения. Самое главное, я хочу вам сказать, у нас очень сложная дорога впереди. Это международное признание. Сделан только первый шаг. Дальнейшую судьбу Абхазии мы, конечно, передадим в руки вас, молодежи. Вы должны ее претворять, вы сделать ее процветающей. Я вас от души поздравляю. Это было, конечно, его самое лучшее выступление из всех, которые я слушал. Такое эмоциональное, вместе с тем заряжающее массу таким позитивом. Мои абхазские братья должны гордиться такими выдающимися своими сыновьями, как Владислав Григорьевич Ардзимба и Сергей Васильевич Багапш. Это великие люди, великие патриоты, великие сыны абхазского народа. Не просто было добиться признания со стороны Российской Федерации. И всегда нужно, в принципе, говорить о том, что не все в России это тоже приветствовали. И нам с Сергеем Васильевичем пришлось пройти через это. Вот люди, не знающие вот той процедуры, тех механизмов, тех переговоров, которые были, им рассуждать легко.
Знаете, у победы много там братьев, как говорится, поражение сирота. И никто же не знает, какое давление на нас оказывали, значит, в том числе и попытки международного сообщества оказать давление и на меня, как на президента Южной Осетии, и на Сергея Васильевича Багапши. Наши совместные действия с Сергеем Васильевичем, они принесли эти плоды, принесли ту великую победу. И хорошо, что в Российской Федерации патриотический блок, государственный блок российский, они взяли верх. 15 лет – это, конечно, с точки зрения человеческой жизни довольно большой срок, но с точки зрения истории это буквально мгновение, и есть детали дипломатической подоплеки этого важнейшего решения о признании Абхазии и Южной Осетии, которые, ну, как говорится, еще не время раскрывать широкой общественности. Поэтому всем, так сказать, сценарием принятия этого решения я с вами поделиться не смогу. За пару месяцев до этих событий грузинская сторона настойчиво просила меня о встрече конфиденциальной. И мы даже начали обсуждать, где это может встреча. Ну, Москву они отказались, мы в Турцию отказались. В итоге мы договорились встретиться в Стокгольме. Вот мы поехали в Стокгольм, и там у нас была встреча с ближайшим политическим окружением Саакашвили, вот, где уже вот в результате встречи нам стало очевидно, что они выбрали путь решения военным путем проблемы. В апреле 2008 года на заседании саммита Россия-НАТО, где речь шла о возможном предоставлении плана действий по членству в НАТО для Украины и Грузии. И вот реакция Путина была очень четкой. Было сказано так, что если Грузия не прекратит движение в сторону НАТО, то Россия будет признавать независимость Абхазии и Южной Осетии в качестве своего рода буферов в отношениях с НАТО. И вот это была действительно реальная, очень серьезная геополитическая и военно-стратегическая аргументация и мотивация для российской стороны. Будущее складывается из закономерности и череды порой драматических событий. Так было в августе 2008 года, практически за 3 недели до признания независимости, в день открытия летней Олимпиады в Пекине. 7 августа, за 20 минут до полуночи, грузинская армия начала карательную операцию «Чистое поле». На спящий Цхинвал обрушились тысячи снарядов и ракет, уничтожая все живое. Российские военные через Рокский туннель вошли в Цхинвал на бронетехнике, начав операцию по принуждению Грузии к миру. Это был сигнал Западу о том, что Россия не намерена уступать свои позиции в регионе. Всю ночь мы сидели с Багапшем в его кабинете, там звонки были в Москву, журналисты там и прочее. Он пытался связываться с руководством и так далее. Они сказали, вы, типа, смысл был, типа, не дергайтесь, не торопитесь, дайте время в таком духе. То есть они как-то сдерживали нас, хотя мы обсуждали вопрос своих действий. Мы в итоге, в конечном итоге договорились до того, что мы должны все-таки выполнить свои обязательства перед осетинским братским народом. И утром была выдвинута наша техника в сторону Гарского района, войска двинулись, но там стали российские миротворцы, просто перекрыли дорогу. Получен приказ главнокомандующего выполнить требования миротворческих сил, он не нарушение. И мы будем выполнять этот приказ главнокомандующего. Личный состав и бронетехник будет возвращен. Но учтите, что мы будем стоять, будем занимать огневые позиции по линии ограничений в зоне безопасности. После этого имели обсуждение, и Багапш тогда, и Совет Безопасности тогда собрали накануне. А после, значит, вот этого
случая Багапш Сергей Васильевич в администрации Чимчирского района собрали командиров наших резервистов. И мы там обсуждали ситуацию и приняли решение, что в таком случае мы можем начать наступление в Кудурском ущелье по освобождению Кудурского ущелья. И вместе с тем будем создавать угрозу для грузинской стороны отсюда. Мною принято решение о начале военной фазы разрешения кадорской проблемы. Вторые сутки наша авиация и артиллерия наносят удары по местам дислокации грузинских подразделений. В связи с военными провокациями, имевшими место накануне ночью в зоне безопасности, обстрелом абхазских постов с грузинской стороны, было принято решение о вводе подразделения абхазской армии в Гальский район в зону ответственности коллективных миротворческих сил. Наши вооруженные силы заняли высоты, и фактически это грузинское там подразделение грузинские, которые там находились, они в таком котле оказались. И я вел переговоры с представителем Грузии по урегулированию конфликта, Якубашвили тогда был такой. С ним неоднократно разговаривал по телефону, предложения были там вывести войска, там сдаться и прочее, на что они категорически отказывались, говорили, что просто нереально, что мы можем освободить эту территорию, потому что она так укреплена, так вооружена, там такое количество боеприпасов, продовольствия, все, что они год могут там автономно сопротивляться. В конечном итоге им пришлось просто спешно покидать эту территорию. Кадорское ущелье является частью Республики Абхазия, и мы предпримем все необходимые меры по распространению на этой территории юрисдикции Абхазии. Верхняя часть Кадорского ущелья, о которой последние годы было очень много разговоров, споров, она находится под юрисдикцией Республики Абхазия, и мы начинаем наводить здесь мирную жизнь, приступать к мирной жизни. Буквально на днях будут назначены руководители администрации, силовые структуры здесь, для того, чтобы сохранить здесь дисциплину, сохранить порядок и жить по законам и конституции нашей республики. Сегодня, благодаря нашим вооруженным силам, ребятам нашим, решена проблема в военном плане. Теперь нужно устанавливать нормальную человеческую жизнь. После окончания пятидневной августовской войны в Южной Осетии и восстановления абхазской юрисдикции в верхней части Кадорского ущелья, лидерам Абхазии и Южной Осетии для ознакомления из Москвы был передан проект создания конфедеративного союза с возможностью дальнейшего включения Грузии. Возможно, документ был подготовлен по просьбе Николя Саркози. Несмотря на давление, Сергей Багапш и Эдуард Кокойты проявили твердость и отклонили проект. Была встреча в Бочаровом ручье президентов Абхазии и Южной Осетии с президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И в процессе этой встречи российской стороной было предложено подумать о создании между Осетией, Южной и Абхазией какого-то союза конфедеративного. Ну тогда как-то это поговорили об этом вскользь, может быть, не придали такого значения наши лидеры соглашения, которое предлагалось российской стороной. Это был фактически конфедеративный союз, причем там был такой пункт, что к нему могли присоединяться и другие страны, в том числе и Грузия. Но я даже дальше читать не стал и спросил его, и что? Я говорю, вы намерены это подписывать? Он говорит, нет, но вам надо поехать в МИД и давайте отстаивайте наши позиции. Грузинское лобби делало все, чтобы склонить нас к этому. Давайте будем говорить откровенно. И были попытки до этого выходить на наших представителей
Но у нас в Южной Осетии была жесткая позиция, и ни один из чиновников Южной Осетии не имел права вести какие-либо закулисные переговоры, несмотря на то, что к ним тоже были какие-то такие подходы для того, чтобы, как выразились на одной из встреч, мол, вы с Сергеем Васильевичем очень четко выдерживаете позицию, мы вам очень благодарны за то, что вы отстаиваете свою позицию, позицию Российской Федерации на этих переговорах. Но вот Западу нужно дать сейчас пряник в виде от конфедерации. И когда Сергей Васильевич выезжал сюда, в Москву, он очень сильно переживал. Мы приехали сюда, в Москву, было сделано так, что до начала этой встречи нам с Сергеем Васильевичем даже не дали вместе встретиться и обсудить свои предложения, несмотря на то, что до этого по телефону мы как-то координировали наши движения, мы всегда взаимодополняли друг друга и всегда четко действовали. То есть наш тандем, он действовал очень четко и слаженно. И никому не удавалось как-то раскачать вот эти наши отношения, потому что они были основаны не только как вот два президента, они были намного глубже, как бы, и сильнее, как два, не как два политика, а как два брата. Вот эта попытка навязать нам вот это конфедеративное устройство Грузии, она как бы провалилась. Я все-таки думаю, что российская сторона хотела все-таки показать и своим партнерам по переговорам, тогда еще занимался это Саркози урегулированием как-то конфликта. Но Россия, видимо, хотела показать или на самом деле сделала такие шаги последние для того, чтобы найти какое-то компромиссное решение. Но поскольку мы отказались, и ситуация уже была после Косово, особенно после признания Косово и после того, что произошло 8 августа, уже Россия должна была принимать какие-то действия, соответствующие этой сложившейся ситуации. Безусловно, сегодня мы, вспоминая Багапши, говорим прежде всего о том достижении, которое совершилось в годы его президентства, о признании Абхазии со стороны Российской Федерации сразу после войны 2008 года. В ходе этой войны, без жертв, без напрасных потерь, Абхазия сумела восстановить свою полностью территориальную целостность, решила эту проблему занозы в Кадорском ущелье. И самое главное, я повторяю, добилась признания со стороны России вместе с Южной Осетией. Если кто-то думает, что это было так просто вообще, даже в этой ситуации, если кто-то думает, что дело все равно к этому шло, и это было неизбежно по итогам войны, я хочу разубедить и сказать, что даже в этот момент после войны я об этом уже вспоминал. И здесь у нас, среди тех людей, кто советуют или принимают решения, всегда была сильна позиция официальному признанию Абхазии. Не потому, что эти люди, я не хочу их подозревать в нелюбви к абхазскому народу, но считая потери и риски для России, они считали, что они слишком велики, что Россия здесь столкнется с консолидированной позицией западных стран, потерпит здесь определенный ущерб внешнеполитический, и что лучше было бы не доводить до этого. Я же всегда считал наоборот. Я считал, что Россия потерпит гораздо больший ущерб, имиджевый и всякий иной, как страна, претендующая на статус великой державы, как страна, бывшая прежде на протяжении многих веков великой державы, если не проявит здесь принципиальность. И вот надо заметить, что когда попробовали предложить альтернативу прямому признанию Абхазии и Южной Осетии, был изобретен план создания конфедерации Абхазии и Южной Осетии с открытым членством. Это была такая хитроумная идея, которая позволяла, как считали ее авторы, не разрушать всякие мосты с Грузией и с Западом, а предложить вариант, при котором бы, прямо не признавая Абхазию и Южную Осетию, признавая эту конфедерацию, мы как бы подталкивали к мысли, что при изменении политической моды в Грузии, Грузия могла бы войти в эту конфедерацию. И таким образом видимость восстановления территориальной целостности, того, на что грузины претендовали,
она была бы соблюдена. Действительно, идея достаточно оригинальная, но я бы не сказал, что она во всех отношениях принципиальная, и уж точно она не соответствовала стремлениям народов Абхазии и Южной Осетии, руководства этих республик. И вот тогда и Эдуард Какойты, и Сергей Багапш высказались категорично, и, собственно, их позиция сделала неизбежной признание Абхазии и Южной Осетии. То есть стало ясно, что нечего выдумывать, надо признавать Абхазию и Южную Осетию, альтернативы этому нет. Хочу заметить, для них последний довод в пользу признания Абхазии и Южной Осетии был связан именно с позицией Сергея Багапша, которого они как раз уважали как человека компромиссного, склонного к реалистичным решениям. Поэтому заслуга его, она больше, чем та официальная, которая обычно упоминается. Он последнее препятствие убрал в признании России и Абхазии. Сергей Васильевич выступил. Дмитрий Анатольевич, спасибо большое. Вы много сделали, вы предложили идею, но, к сожалению, я не могу эту идею поддержать. Я уйду с должности, может, кто-то придет и подпишет. И тут же Эдуард Джебеевич абсолютно поддержал, он всегда рубил. Это мой старший брат, у меня точно такое же мнение. Ну, тогда посмеялся, сделал паузу Дмитрий Анатольевич и сказал: будет по-вашему. Признаем вашу независимость. Сергей Васильевич приехал из Сочи, и сразу мы побежали. Не могу, говорит, в себе держать, я лопну. Вот так, говорит, нас признают. Ну, обнялись. Было обговорено после возвращения Багапша, было, значит, обращение его в парламент Абхазии с тем, чтобы парламент одобрил обращение президента Абхазии к президенту Российской Федерации и в обе палаты Российской, в Думу и Совет Федерации, с тем, чтобы российское руководство признало независимость Абхазии. Владислав Григорьевич еще в 2001 году обратился к руководству России с вопросом о заключении с Россией ассоциированных отношений. Но в 2003 году парламент Абхазии, тогда уже я работал в парламенте, мы тоже обратились практически с теми же вопросами к парламенту, то есть к двум палатам парламента Российской Федерации. Дальше было после выборов 2005 года, 2004 и 2005 года, в 2006 году было обращение снова парламента. И, конечно же, также обращались не за признание Абхазии, за косвенное признание. То есть тогда вопрос, да, конечно, он у нас всегда правильно так и стоял, но мы каким-то образом, хитрым способом хотели, потому что ассоциированные отношения с страной не может быть без признания этой страны. И вот мы таким образом подбирались. Ну, естественно, накануне признания нашей независимости, после того, как мы провели огромный митинг, не просто митинг, а сход всего народа здесь на площади, очень многотысячный, после более 30 тысяч, и там мы подтвердили вот это наше обращение, но уже текст было заменено признать независимость нашей страны. Уважаемые соотечественники, мы давайте поднятием руки подтвердим свое согласие. Нагдерак зайд захеку и туихе пшемот садра. 25 августа Совет Федерации, а затем Госдума с разницей в несколько часов приняли обращение к Дмитрию Медведеву с предложением признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Медведев принял, по его признанию, непростое, но единственно возможное решение. Когда нас пригласили с Сергеем Васильевичем 25 августа в Москву из делегации Абхазии и Южной Осетии, в Совете Федерации, когда Совет Федерации принимал
обращение к президенту Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву, мы тогда тоже не были еще уверены. И когда мы сидели в Совете Федерации рядом с Сергеем Васильевичем, мы слушали сенаторов российских, всем, конечно, огромное спасибо и сенаторам Совета Федерации, и депутатам Государственной Думы. Вы знаете, что это впервые было такое единодушное решение. И в Совете Федерации, и в Государственной Думе проголосовали единогласно за это решение. У политиков бывает один раз в жизни свой случай, когда они бывают на победном марше. Мы были на победном марше. И тут любое слово, любой шаг сделано, сказано не так, могло омрачить всей нашей победы, всей нашей борьбы за несколько столетий. Ну, тем более было очень ответственное. Мы, конечно, как на экзамен. Ну и Сергей Васильевич уже бумаги свои отложил в сторону и замечательно выступил. Я с этой трибуны хочу заявить вам. Нам сложно сказать, как будет решаться вопрос сегодня и в дальнейшем политическим руководством. Но одно могу сказать точно. Ни Абхазия, я позволю себе сказать и за Южную Осетию, ни Южная Осетия больше никогда не будет жить с Грузией в одном государстве. И мы просим вас перешагнуть этот барьер, который долгие годы было сложно сделать, и признать наши республики независимыми государствами, во всяком случае принять такое решение, а дальше уже будет вопрос за политическим руководством. Я еще раз повторяю, что мы, как малое государство, понимаем, что субъект международного права, иногда у него обязанностей гораздо больше, чем привилегий, но мы идем на это сознательно, чтобы сохранить свои нации, свои народы, свои этносы, свой язык, в конце концов, для того, чтобы выжить в этом сложном мире. А с кем выживать, мы уже определились. Решение принято единогласно. Председатель парламента очень пожилой Знаур Николаевич Южной Осетии. Ему под 90 лет тогда еще уже было. Он обнял меня, схватил за руки и говорит: «Нукзар». И огромные слезы потекли. Неужели я дожил? А потом было продолжение, логическое продолжение этих встреч только в стенах Государственной Думы. Я прошу вас поддержать неоднократные обращения парламента и президента всего многонационального населения Республики Абхазия к Российской Федерации, принятых на всенародных сходах, исторически важных собраниях, которые по существу являются плебисцитом. Я призываю вас восстановить историческую справедливость во имя достойного будущего наших народов, во имя стабильного развития всего Кавказского региона. И ваше решение должно заложить основу этому будущему. Иного пути для народа Абхазии, я возьму на себя смело сказать, Южной Осетии нет, и он никогда не вернется больше к прошлому. Выступили практически все руководители фракций. Ну, разные люди там бывают, в том числе и Жириновский. А он о нас иногда хорошо говорил, иногда, ну тогда так красиво, так здорово о нас сказал, что мы потом все простили. Почему осетины и абхазы должны жить в составе Грузии, а Грузия не хочет жить в составе России? То есть почему мы решаем, что народы есть первого, второго, третьего сорта? Если мы в 1991 году разрешили выйти 14 частям из состава СССР, то, естественно, логично, из всех вышедших государств могут выходить другие. После этого обе палаты обратились к президенту России с предложением признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Когда я находился в студии Russia Today, и вдруг прерывают интервью, и в студию забегают люди, впереди Маргарита Симонян, за ним сотрудники охраны, такие радостные, кричат. Я сижу, даю интервью и как-то высказал замечание своим сотрудникам охраны. Я говорю: как вы себя ведете, почему вы шумите? А Маргарита забегает и говорит: Эдуард Джаведович, я вас поздравляю. Я впервые от нее это услышал. Я вас поздравляю. Российская Федерация признала Южную Осетию и Абхазию. И честно, я сначала подумал, вот была такая передача «Розыгрыш».
Я думал, что это розыгрыш, и меня как-то хотят развести. Да. Ну, сижу, не подаю никаких эмоций. И когда посмотрел на сотрудников охраны и у одного из сотрудников охраны, моего покойного двоюродного брата Алима Кабулова, появились слезы. Но я его по-астински спросил, я говорю: Алим, это точно? И он говорит: да, брат, нас признали. Ну, у меня вот такое ощущение, вот ты стремишься покорить высоту. И вот ты к этому стремишься, к этому идешь, и раз ты покорил эту высоту, а вдруг дальше пустота. То есть ты добился вот той мечты своей жизни. Я просто снял микрофон, вышел из студии, и когда я вышел в большой зал, там было очень много там экранов разных каналов. Смотрю, и везде Дмитрий Анатольевич Медведев на разных каналах показывают, как он зачитывал свой указ. И не в обиду моим абхазским братьям, я ребят спрашиваю, я говорю: слушайте, вы слушали? Я говорю, обращение Дмитрия Анатольевича Медведева. Да. Я говорю: кого он первым назвал? Он говорит: первым, говорит, он назвал Южную Осетию. Я говорю: сейчас буду говорить с Сергеем Васильевичем, что мы на 15 секунд старше, чем Абхазия, потому что нас раньше признали. Не секрет, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии было принято практически через 3 недели после вот этой развязанной грузинской агрессии. И, конечно, эта агрессия стала своего рода триггером для принятия решения этого сложного и ответственного решения российского руководства. Решение о признании принималось, естественно, руководителями Российской Федерации, принималось в тесном взаимодействии с тогдашним руководством Абхазии и Южной Осетии, с президентами Абхазии и Южной Осетии. Основные параметры этого решения готовились в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, в администрации президента Российской Федерации, в других ведомствах. Ну и, в общем, вся эта работа, результатом этой работы стало выступление президента Медведева 26 августа 2008 года, в котором было объявлено о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. С признанием независимости Абхазии был решен ключевой вопрос грузино-абхазского конфликта на международном уровне. То есть ключевой вопрос – вопрос независимого статуса Абхазии. Именно поэтому российские официальные лица постоянно, буквально, я не знаю, с самого начала и до самого последнего времени говорили о том, что с точки зрения международного права вооруженный грузино-абхазский конфликт от периода 1992-2008 года завершен. И, кроме того, очень важный момент, что сама Грузия не имела никаких аргументов для того, чтобы обосновать свою позицию против восстановления независимого статуса Республики Абхазия в соответствии с теорией континуитета. То есть это непрерывное существование государственности на протяжении определенного исторического времени. Без 10 примерно 3 мы едем вот в Ишерах, где ГАИ. Я Жорику Гуля набираю. Что будет, что будет. Он не может говорить, видимо, это уже наготове. Он пишет да, 10 раз. И вот я Сергею показываю, посмотри, Жорик пишет, он хорошо. Но мы все-таки успели, ровно в 3 подъехали, поднялись в Приемное. Даже Сергей к себе не смог зайти. В Приемное уже начинал выступление, конечно, Дмитрия Анатольевича. Мы вот это прослушали, зашли в кабинет Сергея,
Сергей трубку взял и позвонил и поздравил Владислава Григорьевича. Я был на своем рабочем месте, у меня никогда в кабинете телевизора не было, и сейчас нет, потому что никогда не было возможности телевизор смотреть. И залетают мои сотрудники: Сергей Миронович, быстрее к телевизору, сейчас Медведев будет выступать. Ну, я прибежал, там уже все сгрудились вокруг нашего единственного, перед нашим единственным телевизором тогда, в МИДе. Ну и когда это прозвучали слова Медведева о признании, это такой взрыв был эмоций, и все почему-то сразу побежали в сторону площади. Никто ведь не организовывал это. Все помчались туда. Мы тоже просто пошли, но я так и не дошел до трибуны. Мы с отцом Виссарионом решили пойти к Владиславу навестить Григорьевича. Там было много народу, а домой никого не могли пустить, такую массу народу. Нас впустили с Виссарионом. Мы зашли, и он лежал в кровати, мы сели прямо перед его кроватью. Он улыбался, он был счастлив. У него прекрасная память была, трудно было ему разговаривать, но он вспоминал какие-то моменты, мы смеялись, шутили на какие-то темы. Вот такое у него было радостное. Я вот разговаривал с ним тоже, все мы так это все смеялись, улыбались, и я думал, вот счастливый политик, человек, который увидел такой результат своей деятельности. Это же невероятный вообще результат был. Это мало кому так удавалось. Ему удалось это увидеть, и остальное все уже не имело значения. Признание независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны России в первую очередь решило вопросы безопасности двух республик. После долгих лет борьбы за свободу и независимость Абхазия стала полноправным субъектом международного права. В 2008 году к примеру России последовала Никарагуа, а затем в разные годы независимость Абхазии признали Венесуэла, островные государства Науру, Тувалу и Вануату, а в мае 2018 года Сирийская Арабская Республика. Сегодня наша страна уверенно идет по пути развития, расширяет международные связи. Решение Российской Федерации о признании Абхазии и Южной Осетии прежде всего предотвратило глубочайший гуманитарный кризис на Южном Кавказе. Потому что то, что происходило в Южной Осетии в начале августа 2008 года, мы все видели, какой был поток беженцев из Схинвала и окружающих деревень на север. Грузинские войска практически проводили тактику выжженной земли, они уничтожали все, что было на их пути. Я думаю, что следующей ареной столкновения стала бы Абхазия, поэтому решение Российской Федерации предотвратило большое кровопролитие и на долгие годы обеспечило мир и спокойствие в Абхазии и в Южной Осетии. Это очень великое, очень громадное, огромное, судьбоносное произошло, за что боролись наши прадеды, деды. Мы как раз должны были срочно выехать в Владикавказ, и я была за разрешением бумаги с печатью на выезд от правительства, потому что граница нас без этой печати не выпускала. И как раз мы были в кабинете министров, и вдруг сообщили, получили признание. Все как радовались, а я вообще в шоке была. Сперва не поняла, от чего они радуются. Они говорят: Цала Ивановна, мы признание получили, признание. Когда до меня дошло, это была такая радость, что нашу республику признали. Во-первых, гордость за нацию, да, и я сразу поняла, что нам легче будет переходить границу тоже. Я верил, что когда-нибудь будет признание России, я и сейчас верю, что и другие страны будут признавать. Но я думал, что не так скоро получится, как это случилось. Фактически через 15 лет после окончания войны это произошло. Обоснование этого решения было достаточно аргументированным.
оно вписывалось, в принципе, в текущий контекст произошедших событий, ну, например, признание Косово. И важнейшими аргументами для России был тот аргумент, что Россия выступила как защитник малых народов. Причем защищала Россия абхазский народ и юго-осетинский народ от геноцида. Трудно не согласиться с известными российскими политологами, по мнению которых признание независимости Абхазии, произошедшее именно при Багапше, это историческая справедливость. Я очень обрадовался, когда Россия признала Абхазию, когда Россия подписала договор, когда мы приняли решение о защите Абхазии. И вот то, что это был он, да, человек, который добился фактически этого, в том числе и своим и упорством, и характером, и вот такой, знаете, уверенностью в правоте своей. Вот я считаю, что, ну, история же, она бывает иногда несправедливой. Вот в данном случае история была справедлива к нему, то есть что это произошло при нем. И я очень радовался и за него, и за Абхазию. Я считаю, что одной из заслуг Сергея Васильевича было то, что он сохранил, обеспечил и даже развил политический плюрализм в республике. Он сделал очень много для того, чтобы абхазская экономика, а вслед за ней решение социальных вопросов, было, возможно, более высокой степени самодостаточным сюжетом. Понятно, что в условиях международной блокады, в условиях конфликта с Грузией, в условиях последовательной кампании, антиабхазской кампании, которая велась и продолжает вестись в международных средствах массовой информации, в политических кругах, это было очень тяжелой задачей, но Сергей Васильевич всегда стремился к тому, чтобы решать эту задачу по максимуму. Он никогда не жаловался на то, что обстоятельства не позволяют, вот мешает кто-то там внутри Абхазии, за ее пределами. Вот этого не было никогда и в помине. И, на мой взгляд, это было очень важным компонентом, очень важным элементом и в той конструкции, в том решении, которое принимала в августе 2008 года Российская Федерация, и вслед за этим принимали другие зарубежные государства. Авторитет политический, профессиональный, человеческий авторитет президента Багапши играл в этом совершенно очевидную и во многом ключевую роль. 9 сентября 2008 года Министерство иностранных дел Абхазии и России обменялись нотами. Таков порядок документального установления официальных дипломатических отношений. Базовый межгосударственный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанный в Кремле президентами России и Абхазии, дал старт формированию правовой базы двусторонних отношений. В его развитии были подписаны отраслевые соглашения по самым приоритетным направлениям. В начале сентября в России с визитом побывали президенты Багапш и Кокойты. Они встречались с руководством российского МИДа, оговаривались параметры дипломатического, так сказать, оформления дипломатических отношений и договорно-правового оформления межгосударственных отношений между Россией с одной стороны, Абхазией и Южной Осетией с другой. В начале сентября с первым визитом в Сухуме и в Цхинвале побывал министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. Я тогда сопровождал его в этом визите. 9 сентября в Москве находились министры иностранных дел Абхазии Сергей Миронович Шамба и Южной Осетии Дмитрий Николаевич Медоев. И как раз 9 сентября произошел обмен нотами между Министерствами иностранных дел Российской Федерации и Республики Абхазия, который, собственно говоря, и стал документальным оформлением установления дипотношений между нашими странами. Затем параллельно со всем этим шла большая работа по подготовке первого межгосударственного договора между
Российской Федерации и Республикой Абхазия, который был подписан в Кремле 16 октября 2008 года президентами Медведевым и Сергеем Васильевичем Багапш. Аналогичный договор был подписан между Россией и Южной Осетией. Ну и, вот как вы правильно сказали, 25 октября 2008 года я был назначен послом Российской Федерации в Республике Абхазия, и 16 декабря я вручил президенту Багапшу свои верительные грамоты. Наша страна была признана Российской Федерацией. Это дало возможность как и гражданам, как и предпринимателям свободно заниматься своим делом, своим бизнесом, учиться, служить. До этого очень сложно было переходить, потому что, во-первых, мужчинам нельзя было переходить границу, только дети и женщины, так принято было, одолжение делали. А как коллектив вообще нельзя было переезжать, потому что грузины возмущались, что коллектив где-то будет от Абхазии выступать. Мы выиграли фактически вот до 2008 года. Это был беспрецедентный вообще выигрыш. Я высоко оцениваю вообще деятельность нашей политической национальной элиты. Большой прорыв был именно с тем, что ставка была сделана на поддержку России. И именно Абхазия как буферное государство, подчеркиваю, буферное государство не означает марионеточное. И Абхазия как раз-таки подтверждает это мнение. В свое время буферными государствами была и Швейцария, и Люксембург, и так далее. Мы завершили конфликт убедительной военно-дипломатической победой. И вот эту планку понижать сегодня мы не имеем права. Мы признаны частично, но мы признаны, нас знают. С нами не могут не считаться. У нас есть государство. То, что мы знаем, здесь не все у нас всегда получается в экономическом, другом и так далее. Мы боремся за власть. Это издержки роста. Мы переживем когда-нибудь. Демократия так просто не бывает. Что касается развития, то для маленькой нашей страны открывается огромный российский рынок. Нам только нужно предоставлять туда качественную продукцию. У нас есть такое отношение со стороны России благожелательное. Много на самом деле социальных и культурных объектов восстановлено, но хотелось бы, конечно, чтобы кроме социальных сфер, и производственные объекты, чтобы были восстановлены, чтобы, используя вот эти вложения, чтобы Абхазия могла в дальнейшем развиваться на собственной производственной базе. После войны, еще одну войну Ельцин нам устроил, экономическую. И чтобы перебороть, совершенно и правильное было решение принял Российской Федерации помогать нам, чтобы потихонечку на ноги встать. Абхазия глубоко в моей душе, и я слежу за событиями и посредством массовой информации, и общаюсь с моими абхазскими друзьями. Я имею честь дружить и с нынешними руководителями республики, и с теми коллегами в Российской Федерации, которые занимаются развитием отношений с Абхазией. Я могу сказать, что развитие этих отношений может вызывать удовлетворение, оно сохраняет характер продвинутого, глубокого стратегического партнерства. К моему удовольствию я смотрю, что начали решаться те вопросы, которые не решались, в частности, в период того десятилетия, когда я возглавлял российскую дипмиссию в Сухуми. В частности, вот мое глубокое удовольствие вызвало то, что подписаны документы по реконструкции и строительству нового аэропорта в Сухуми. Я думаю, что это сыграет очень большую роль в развитии Абхазии. Ну и по другим параметрам и в политике, и в экономике, и в гуманитарной сфере наши братские отношения с Абхазией продолжают развиваться. Официальная статистика свидетельствует о том, что с 2009 по 2017 год
было выделено в виде инвестиционного воздействия и финансовой помощи вместе около 45 миллиардов рублей. А с 2017 по 2021 год еще 6,5 миллиардов рублей. И на 2022 год 3,3 миллиарда рублей. То есть получается в общей сумме более 60, около 70 миллиардов рублей. Это в общей сумме, которая оказала содействие Абхазии. Но недавно в выступлении премьер-министра я услышал цифру о том, что Россия вложила в Абхазию более 100 миллиардов рублей. Мне кажется, что эта цифра более реальная, потому что мы должны сюда добавить и те вложения, которые делает Российская Федерация в социальную сферу, восстановление наших многих инфраструктурных объектов, в совокупности и бюджетной сфере оплата труда некоторые правоохранительные системы и других здравоохранения, образования, культуры получают как дополнение. Южная Осетия, Абхазия – это своего рода международная витрина Российской Федерации. Ведь это первый успех Российской Федерации на международной арене за последнее время. Это вызов России однополярному миру, где Россия одержала верх. Поздравляю всех абхазских друзей, весь народ Абхазии с этим праздником, потому что действительно, как я уже сказал, международное признание Абхазии и Южной Осетии стало, наверное, первым важнейшим геополитическим событием 21 века. За ним были сделаны целый ряд других шагов. Прежде всего, эти шаги были сделаны Российской Федерацией по изменению модели мироустройства в пользу многополярного мира, в пользу отказа от монополии отдельных стран на принятие решений, какой стране существовать и развиваться, а какой стране кануть в лету. Поэтому народы Абхазии и Южной Осетии оказались на острие геополитики, и тем самым они вошли в историю. Не только в историю свою, но и в историю мировую. Наш путь абсолютно четкий. Это международный уровень, это опора на Российскую Федерацию и страны, которые нас признали, а также потенциально страны, которые могут понять нашу позицию, и продвижение вот именно на международный уровень. А уже с этого уровня мы сможем и экономические вопросы решать, и самостоятельно, и с помощью наших, конечно, союзников, друзей. Это действительно историческое событие. Это большой праздник для наших народов. Но это не просто юбилей. Это коллективная победа наших героических народов. И будущие поколения должны знать это. Не просто нам так досталось это признание, не просто так нам достался этот мир. Благодаря единому порыву, сплоченности, наши народы совершили великий подвиг. И прежде всего хочу поздравить именно наши народы с этой победой, народ Южной Осетии, народ Абхазии. И в этот день также хочу выразить слова поддержки, сочувствия всем родным и близким, кто потеряли во время этих событий, героических защитников Южной Осетии и Абхазии, которые отдали свою жизнь за сегодняшний день. Может Россия когда-нибудь отозвать признание? Я просто это исключаю. Это такой будет унизительный для великой державы жест, что я не думаю, что какое-либо руководство России сможет пойти на то, чтобы свое признание отозвать. Это мы должны что-нибудь такое совершить, чтобы дать на это повод. Прошло 15 лет со дня международного признания Абхазии. А ведь даже небольшой политический просчет мог дорого обойтись тогда стране. Однако политическое чутье, помноженное на принципиальность и твердость президента Абхазии Сергея Багапш, дало результат, о котором мало кто в республике мог и мечтать.